Модель Pro Bono предполагает высокопрофессиональное бесплатное адвокатское сопровождение, своего рода являясь моделью социальной ответственности со стороны юристов, которая довольно широко распространена во многих странах мира. Pro Bono – это оказание квалифицированной юридической помощи в виде благотворительности некоммерческим организациям, организациям вообще. Это бесплатная помощь гражданам. Если говорить о людях, о тех, кто обращается к адвокату, это возможность получить оказание юридической помощи. Ради общественного блага, ради какой-то пользы определенной. Это некая благотворительность, только не выражение денежных средств. Но это волонтерство, это и есть доступ к правосудию. ПРООН в Кыргызстане внедряет такую модель по вопросам защиты потерпевших от гендерного и сексуального насилия в сотрудничестве с адвокатурой Кыргызской Республики и учебным центром адвокатов при адвокатуре с 2016 года. 100 адвокатов по всем регионам Кыргызской Республики были обучены ведению такого рода дел. Из числа обученных более 25 наиболее опытных адвокатов в составе сформированных профессиональных команд приняли более 10 уголовных резонансных дел о гендерном насилии к своему производству. Я решил стать адвокатом Pro Bono, потому что, во-первых, у меня есть большой опыт, и мне не нравится несправедливость. Именно поэтому мы занялись и проектом Pro Bono. Помощь людям на бесплатной основе – это внутренний мир человека, адвоката. Наверное, это личные такие качества. И ты понимал, что от этого ты получаешь, если не финансы и не денежные средства, но ты получаешь некое вдохновение и некий такой толчок для дальнейшей профессиональной деятельности. Зачастую расследования преступлений, в том числе если в них задействованы близкие родственники, завершаются примирением сторон и прекращением уголовного преследования, что оставляет безнаказанным такое опаснейшее общественное явление, как насилие в отношении женщин и девочек. Кроме того, пострадавшие от насилия женщины очень часто не имеют финансовых возможностей нанять адвоката, не знают о своих правах, боятся огласки. Все это делает процесс защиты прав женщин крайне затруднительным. Однако участие в делах адвокатов, безвозмездно оказывающих квалифицированную правовую помощь, а также освещение успешных случаев защиты прав женщин, безусловно, создает положительную динамику и способствует формированию устойчивого общественного мнения о том, что подобные преступления должны наказываться по всей строгости закона. В рамках проекта мы не выбирали дела. Меня, конечно, большей частью интересуют проблемы, касающиеся детей. Дело запомнилось, конечно, которое я сам вел дело, это был томский таксист, то есть когда таксист засиловал в присутствии малолетнего ребенка мать. И впоследствии мы отстояли. Под моей защитой находилась девочка 12 лет, которая подверглась насильственным действиям со стороны врача. Чаще нам обращались в рамках этого проекта по семейному насилию. С учетом наработанного опыта было разработано практическое руководство для адвокатов, оказывающих правовую помощь женщинам, пострадавшим от гендерного насилия, которое позволит в дальнейшем обеспечить продолжение деятельности по привлечению и обучению новых адвокатов. Для адвоката вообще в целом любое дело – польза для его юридической грамотности, для его роста, для его профессионализма. Общественная работа, она моральное удовлетворение приносит человеку. Ты приносишь благо обществу, благо ближним. В целом это поднятие престижа адвокатуры.